позже все. Пожалуйста, еще какой вопрос? Да, дорогой. Ассаламу алейкум, уважаемый ассалам. Саид Нурдавлатов. Я уже много лет читаю ваши книги. Надеюсь, что вам помогли в чем-то. Я считаю, как вас наставник, поэтому... Спасибо, дорогой. Меня зовут Дильшот. Я занимаюсь фарм-бизнесом. Я недавно читал, потому что я может быть, прибыли, но не хочется делать. Какие параметры человек должен обратить внимание, когда пишет ценность? Потому что ценности разные же. Сейчас, вы когда пишете свои ценности, имеете в виду? Или ценности? Свои ценности, да. Спасибо. Смотрите, очень важно, чтобы человек определил себе ценности. Например, вы согласны со мной, что у вас есть определенные привычки, которые вы приобрели их, когда вы были либо не умными, или когда вы были молодыми, или когда вы были не такой, скажем, мудрый, как сейчас? У вас есть какие-то отрицательные привычки? Да, много. Или только у меня есть, у вас нету их? Есть. Есть, да? А вот вы согласны со мной, что сейчас они вам мешают? Очень. Вы согласны? Да. Разные параметры вашей жизни, они вам мешают. Давайте по-честному. Да. Так? Теперь, вы согласны, что иногда мы внутри хотим стать лучшим человеком? Знаете, я долгие годы к этому пришел, очень долгие годы, и мне всегда показалось, что еще есть время. Я хотел быть другим человеком. Тот человек, который мечтал верным, правдивым, богобоязненным, справедливым во всем, независимо от ситуации. И так далее, и так далее, и так далее. Очень хотел быть прозрачным, открытым, понимаете, чистым внутри и наружу. Я не хотел, чтобы думать одно, делать по-другому, говорить другое. Понимаете, это такая сильная борьба внутри. Я заметил, что я часто опаздываю, я заметил, что часто беру долг, вовремя не возвращаю. А это очень плохо. Вовремя, когда не возвращаете и так далее. И я заметил, что я распыляюсь, берусь за все подряд, не успеваю все довести до конца. Таких было очень много, разные. Потом я заметил, что всегда, иногда бизнес веду на грани, вот так. На грани так. До последней копейки трачу, загоняю себе кучу таких ситуаций, которые придется потом переживать постоянно. Не мог понять, почему так я делаю. И эти ситуации повторялись раз за разом. Я потом один раз сидел делать хороший самоанализ. И я понял, что все то, что у меня есть, неважно. Это был результат моих выборов вчерашние. Когда-то я этот выбор делал, может быть, вчера или после вечера и так далее. И теперь это результат иногда не по душе, иногда так. А от того, что я иногда вот невнимательный, иногда жена обижалась, иногда партнеры обижались, что мы вам пишем, вы вовремя не отвечаете. А я всегда думал, что они же знают, что постоянно заняты. У меня приходили ученики, индивидуальное обучение и так далее. У меня иногда времени не хватало на них. И они, некоторые из них, начали обижаться. И я думал, почему так происходит? И я начал все анализировать. И начал расписать себе ценности. И когда эти ценности определил, я просто себя загнал в них, чтобы просто четко соблюдать их, независимо от того, иногда порой это мне нравится или не нравится. И в разные параметры своей жизни эти ценности я формировал. Например, я формировал ценности как наставник, ценности как мужа, ценности как отца, ценности как партнера, ценности как, скажем, руководителя или владельца бизнеса. Я так и написал много. Я расскажу про 2-3 из них. Одно из них был такой, например, ценность как наставник, я написал так. Я буду всегда открыт к своим ученикам и никогда не предлагаю людям то, что им не нужен, даже если это мне выгодно. Мне же выгодно, когда они платят. Но я никогда это не буду делать. На самом деле люди приходят иногда, меня предлагают, говорят, я плачу как и внутри, то есть как и наружу, так и внутри. Я всегда буду искренен с партнером. И независимо от того, как он поступает ко мне, он может быть хитрит, он может быть обманывать, он может быть тянут, но я буду со своей стороны всегда делать на 1000%. Все прозрачно, все правдиво и все честно. Все согласованно.
Независимо от того, как он будет ко мне относиться. Он будет меня обижать, он будет врать. Это его выбор, а я не буду таким. Это была очень важная ценность для меня. Я буду всегда ответственен и вовремя делать все. Я больше никогда, если я обещал понедельник, значит это понедельник. Если я сказал вторник, это значит вторник. Она не должно быть, чтобы каждый раз история рассказывать друг другу. Ты знаешь, сейчас не получается, потому что то-то, то-то. То есть получается, что брать ответственность перед партнерами. Бизнес это не просто дружба, это мощная ответственность. Вы представьте на минуту, почему вот я заметил, почему Дубай и вот эта Малайзия, они развивались, потому что британский закон. О британском законе наплевать, что там было. Ты брал ответственность, подпись поставил, что было по дороге, это твои правила. Ты в ответе. И в шариате у нас в исламе так говорит, если ты ошибки совершал, тогда ты сам бери на себя ответственность. Ты же обещал, и неважно, как было. Лицемерие в сура Коране, с Бахара, там тафсир суры изучал, что лицемерие познается 3 показателями. Он обещает вовремя, не выполняет. Если амуна дошхюна делает, а если разговаривает, он врет. Их сразу можно видно. И понимаете, мы все хотим быть богобоязненными, а человеческие ценности дает нашему мозгу четкое понимание, как надо делать. Вы верите или нет, когда я начал так жить с этими ценностями, у меня появились правильные партнеры. До этого у меня была куча непонятных партнеров, которые не выполняют обязательства. Наверное, они были в каком-то моем отражении, что ли, или каком-то, не знаю, моем упущении, что ли. Когда ты сам понимаешь, каким ты хочешь стать, такие люди появятся. Я написал ценности, как, скажем, как мусульманина. Я так и написал себе ценности. Жить, подчиняя Корану, сунне пророка, всегда и везде и во всем, независимо от ситуации и положения. Я просто для себя эту ценность написал, и я этим живу. Это очень помогает. Просто подчиняться, что сказано в Коране, и что сказано в сунне пророка, во всем, всегда и везде. В своих речах, и в своем поступке, и в своем муамила. Муамила, это очень важно. Я не знаю, может быть, у вас будут другие цены, это для меня очень важно. Просто я понял, что я начал изучать Коран, когда мне было 8 лет, мама отдала наставнику. Но когда мне было 30 лет, я посмотрел, что я не все соблюдаю, что там говорится. Я читал намаз 11 лет, но я не все делал, то, что там было сказано. И очень многие, наверное, так. И всегда я себя оправдывал, идеальных людей нет. Я всегда себе такое оправдание нашел, не знаю откуда, но такие были оправдания. Не знаю, наверное, вы тоже так себя оправдываете уже. Я уверен. Вы знаете, могу вам сказать, не ситуация давит на нас, это наш подсознательный выбор. Человек сам выбирает, как поступить и как жить. Это надо точно понять. Я написал ценности как мужа. Я буду всегда верным. Всегда всю оставшую свою жизнь. У меня никогда не будет тайный образ жизни. Никогда. Даже в мыслях, и в поступках и так далее. Я остаюсь всю жизнь верным в свою семью и буду всегда нести ответственность за них и заботиться. И буду научиться любить максимум. Раз эта женщина вышла на меня замуж, я несу ответственность сделать ее счастливым. Если она счастлива, значит, как муж я реализовал себя. Если я не мог свою жену сделать счастливым, значит, как муж я не остался так и нереализованным. А вы знаете, это так помогает. Вы верите или нет, был такой момент, когда эту ценность написал, моя жена тот день начала на нервах действовать мне. Как назло. Тот день я писал это все. И она начала на нервах действовать. И я себе всегда такой инструмент выработал потом. Что ты выбираешь? Создавать счастье или ссоры? Знаете, вот каждый раз я напоминал себе это. Это автоматом агрессия уходила от моего сознания, и я начал спокойно, доброжелательным тоне разговаривать. Я говорю, послушай, я не хочу ругаться сейчас. Давай сделаем по-другому. То есть, когда ты мозгу напоминаешь себе, что ты создаешь сейчас? Счастье
или разногласий. Что ты создаешь сейчас? Хорошо, она сейчас устала, может быть, от непонимания, или она, может быть, ошибается, она, может быть, сейчас устала. Реально, когда женщина устает, она начинает злиться или иногда что-то говорит. Но вместо того, чтобы строить счастье, ты начинаешь ее упрекать. А если твой тембр голоса критика, твой тембр голоса унижение, соответственно, она не изменяется. Она наоборот защищает себя и будет тебя обвинять, что ты почему так, почему то и так далее. И слов до слов дойдет до ссоры, непонимания. А получается, что любое непонимание, трещина создает в твоем счастье, как зеркало. А эта трещина потом неизлечима. Эта трещина зеркала год за годом увеличивается. Боль остается, понимаете? В душе человека боль тяжело убрать потом. А поэтому лучше, чем быть правым, доказать кому-то, что ты прав, ты не прав в семейной жизни. Лучше просто строить счастье, думать, хорошо, я докажу, что я прав, докажу, что она не права. Но счастье уменьшается, любовь исчезнет. А ты добиваешься правды, а потом с этой правдой что будешь делать? Ничего. Если ты не мог это счастье создать, не мог эту женщину сделать счастливым, тогда смысл в чем? Зачем ты живешь с ним? Если ты тайный образ жизни ведешь, за ее спиной, тебе других, думаешь о других, зачем тебе такую семью создать тогда? Запомните, на лжи и вранье никогда не строится ни счастье, ни успех, и ни родина, и ни нация, ничего не строится на лжи. Никогда не будет такое. Никогда. В партнерстве никогда не надо врать. Это очень важно. Очень важно висеть, держать в партнерстве. Стараться, чтобы чей-то хак тебе не пришел, твое. Если твое куда-то ушел, требуй. Просто требуй. Я понял, что вы не надеетесь, что если вы богобоязненны, другие будут богобоязненны. Я это тоже понял. Если, понимаешь, иногда есть своего надо требовать. Иногда некоторые люди пользуются твоей честностью, твоей прозрачностью, твоей искренностью. Они могут действительно не выполнять свои обязательства и думать, что это нормально. Требуй, границу держи, не позволяй его относиться к тебе так. Никогда не позвольте. Я вот что понял. Сделайте такие рамки в своих договорах, в своих партнерских соглашениях. Знаете, почему у нас ссоры партнерам происходят? Потому что мы никогда не подписываем партнерское соглашение. У кого из вас был опыт партнерства, работали, расстались или не получилось и так далее? Честно, поднимите руки. Ну, не получилось. Я могу гарантию отдать, что у вас не было подписано партнерское соглашение. Партнерское соглашение надо подписать, а потом по пути партнеры начинают менять свое поведение. Говорят, ты знаешь, вот давай так. Я говорю, нет, стоп. Мы будем делать, как написали бумаги. Хорошо? А знаете, у них в глаза такие становятся. Я говорю, стоп. Он говорит, ну мы подписали, время было другое. Я говорю, ну что? Извини. Вот как договорились? До окончания срока этого так и будем делать. Сейчас тебе выгодно вот так, или мне выгодно завтра вот так. У нас не должно быть 7 пятница. Вот как договорились, так и до конца пойдем. Вот и все. Если что-то менять, вместе согласуя, надо дополнять в это партнерское соглашение. Но ни в коем случае не уйти из этой рамки. Вот эти рамки, границы очень нужны. Тогда партнер будет вовремя выполнять свои обязательства. И вы будете выполнять. Я кое-что понял в жизни. У вас либо есть результат, либо оправдание. Повторю, либо есть результат, либо есть что? Либо есть оправдание. А оправдание вы всегда найдете. Ход верите или нет, всегда найдете. Вы всегда будете партнером оправдываться. Вы всегда клиенту выясняете, объясняете. Ты знаешь, сейчас товарная дорога, не успели, вовремя. Да клиенту какая разница, ты где? Я заметил, что мои менеджеры иногда звонят моим клиентам и рассказывают, почему вовремя не делают. Я говорю, подожди, постой, что ты делаешь сейчас? Она говорит, я клиенту объясняю, чтобы он подождал. Я говорю, ты понимаешь, они берут у нас оптом и торговые точки торгуют. Ты понимаешь, что ты мешаешь ему зарабатывать. Через месяц или через полгода он устает от тебя, во-первых. Во-вторых, в конце концов, благодаря тебе, то, что он тебе доверяет, он теряет деньги. Знаете, люди, когда уходят от вас, когда им невыгодно с вами работать. Когда им невыгодно с вами работать, они уйдут. Они точно уйдут. Видите, я вот немножко про ценность рассказывал. Она затронула ваше сердце чуть-чуть? Или нет? Вот, вы понимаете, надо разные параметры своей жизни выбрать и по него написать. Я написал по поводу как руководителя, что в моем команде каждый человек важный.
Независимо от иерархии, кто какой пост занимает, мнение каждого человека и сущность каждого человека, то есть личность каждого человека, мы одинаково ценим. Ты, может быть, по структуре ты директор или там, не знаю, уборщица, но как человек мы одинаково относимся ко всем. Я написал так: я буду одинаково заботиться у каждого, кто работает со мной, независимо от его должности. И мнение каждого из них большое значение имеет для нашей организации. Я написал 3-4 пункта на эту ценность, что я создам компанию, в котором любой сотрудник, который здесь работает, чтобы он мог в рамках моего компании действительно реализовать себя как талант и действительно мог достигать того уровня дохода, который его удовлетворяет. И теперь я работаю над тем, чтобы атмосфера в этой организации была такова. И я расписал кучу корпоративной культуры, и в этих пунктах, которые ведет итог к этим 3 показателям, которые сейчас я говорил. Вот такие ценности. Я как отец написал: за будущее моих детей единственный человек, который в ответе, это только я. Не государство, не школа, не детский сад, не мечеть, не кто-то еще другой. Если мои дети максимально не доверяют мне свое мнение и свою мечту, и со мной не советуются о своей будущее, значит, как отец, я не смог реализовать себя, чтобы этим детям дать шанс. Я мечтаю быть отцом, который дает своим детям в их возрасте то, что не знал я. Я мечтаю стать отцом, у которого меня не было в их возрасте. Стать отцом, который показывает их в тех местах, которые в моем возрасте я не видел. Научиться уметь и знать то, что я не знал в их возрасте. Вот эти ценности я написал, и знаете, они помогают. Очень хорошо помогают. Когда порой, иногда раньше мне показалось, что бизнес важна, работа надо делать того, а теперь начинаешь, когда эта ценность написана, ты понимаешь, очень важно личность ребенка формировать. Не надо воспитать домашних животных. Как домашние животные мы заботимся? Еду принесем, отдаем, сарай строим, чтобы холодно не было. Некоторые бизнесмены к своим детьми так относятся. Еду, одежда, иногда игрушки, вот так, деньги, лишь бы, чтобы, как сказать, окупать свою вину перед ребенком. Нет. Время, потраченное на него, формирует его сознание и его личность. А если вы не дадите это чувство любви, ребенок это ищет в интернете, ищет на улице. Вы согласны со мной? Что человеку не только еда, одежда нужна. Человеку самое важное, что нужен? Душевный рост, личностный рост, духовный рост. А если вы его отдадите, он с вами останется навсегда. Почему много людей, которые, дети растут в детском саде и так далее, старости потом, дети чужие. Дети уйдут, они какие-то морально, они чужие какие-то. Да, по фамилии есть, по паспорту есть, но с ними нету какой-то душевного близости. Извините, да.